В районной администрации города Очамчира прошла открытая дискуссия представителей власти с гражданами района, которые обратились с коллективным письмом. В этом письме были изложены следующие аспекты. Возможны недостатки счетовых приборов, что установка была проведена без предварительного согласования, разъяснение принципы работы данных устройств и тарифы. Тарифы с учетом применения всевозможных льгот для населения, у которых заработной платой пенсии несоизмеримы с выставленными счетами за потребляемую электроэнергию. На встрече присутствовали все депутаты парламента Народного собрания Республики Абхазия от Очамчирского района, депутаты районного собрания Очамчирского района, руководство администрации Очамчирского района. Заседание открыл председатель Очамчирского районного собрания Адгур Квициния. В ходе собрания на интересующие вопросы граждан ответил начальник энергосбыта Черноморэнерго Саид Блабба. Он объяснил ситуацию, из чего формировался тариф и какая сегодня ситуация в целом по энергетике в стране. Также перед собравшимся выступил депутат парламента, в прошлом руководитель Черноморэнерго Резу Зантария, который, ознакомившись с данным обращением граждан, выразил солидарность практически по всем пунктам и предложил вместе с гражданами написать коллективное обращение в Кабинет министров. К сожалению, энергетика – самая сложная отрасль, которую возможно вообще видеть сегодня вот у нас в Абхазии есть. Это сложно даже в Российской Федерации, это сложно, где были после нас идут атомщики. Вот сложнее нашей отрасли нет. Вы знаете, я удивляюсь, кто это написал. Вот половина, может быть, я не согласен, могу ему там разъяснение, объяснение, но большей частью я согласен. Знаете, мы энергетику развалили еще давно. Вот кто писал, не знаю, но хочу сказать, поблагодарить, молодец. Именно тогда и развалили. Сегодня мы пожелаем те плоды, которые тогда безалаберно отнеслись к тому, что сегодня имеем. Мы можем говорить о качестве, о цене в электроэнергии и так далее. Тут много нюансов, да? Но я их перечеркнул, если есть время, я готов вам даже зачитать, да? По тем же правилам, по тем же количествам электроэнергии, которые необходимо иметь на одну семью, на одну точку, да, там в составе 3 человека или 5 человек. Дорогая цена, недорогая. Это компетенция сегодня Кабинета министров, не наша компетенция парламента. Я говорю вам, вот я здесь даже оставлю вот эту бумагу, все, с чем я не согласен, я вам подписал, все, что согласен. И нужно в конце сегодня нашей беседы, наверное, сформировать, обменяться мнением, какое-то послание, тот самый Кабинет министров исполнительной власти, которые услышат нас и примут меры, исходя из своих возможностей. Извините, пожалуйста, мы рубили суп, на котором сидим 30 лет. Сейчас его оживить и восстановиться невозможно. И вы тоже это должны понять. Эксплуатирующая компания, она также старается с таким же патриотизмом лечить свою организацию, сделать обеспечение энергоснабжения. Но невозможно вчера, сегодня подняли тариф, завтра подать качественное напряжение. Невозможно. Сложившуюся ситуацию в районе прокомментировал и глава администрации Очамчирского района Бигвава Беслан Владимирович. У нас помимо энергосистемы катастрофа во многих отраслях творится. И с водоснабжением, и с канализацией, вы прекрасно понимаете, и с дорогами. Просто это остро ощущается. Почему? Потому что мы непосредственно с этим сталкиваемся. Был проведен анализ, Реза Платонович, наверное, больше знает, это было года 2 назад. Для того, чтобы реанимировать нашу энергосистему, нужно порядка 85 миллиардов рублей вложить в том, чтобы обеспечить качественный свет, как здесь сказали. При том, что наш бюджет вес республики 15 миллиардов. Вы представляете, да, о каких деньгах идет речь? У нас есть места в селах особенно, где вместо проводов натянута колючая проволока. То есть сети, которые предоставляют свет, они не могут дать качественный сегодня, потому что нужно менять трансформаторы, провода. Это целый комплекс работ, которые нужно сделать. Но от того, что мы сейчас здесь будем говорить, что мы не будем платить, эту ситуацию не изменит. Эта ситуацию не изменит, мы просто останемся вообще без света. По итогам данной встречи было решено написать и направить коллективное письмо в Кабинет министров. Депутаты, в свою очередь, пообещали помочь и посодействовать в решении данного вопроса. Лана Агумава, Денис Воуба, Гия Джопо, Очамчира Информ.